Ванделыджич Буреш, Нарышик Мон Коняке Кыл Удмурчамен, Верашко, Малыкешоно Туне Куномы Богдан Анфиногенов, Соудмурт, но Соудмурт Гине Вал, мы нам Малпамия со Зымос Удмурт Батыр, Малыкешоно Со Кылбурчи, Кырджаш, но оглом вераса туш богатыш, туш тунцеко адями, соиник ошкишко тунне пумиточкон мы, туш пайдайо луос шуиса. Алинош гагаушамен гюлю бuyurun. Akşam hayır olsun saygılı ana dilim tatlı bal grupasının azaları. Hepsinizi selamlıyorum. Bugün bizim şimdi Gagavuz Dili Zamanı rubrikamız ilerliyor. Bugün Udmurtiyadan bir misafirimiz var. Sanıyorum hani bu Udmurt dostumuzla bizi Artyom Fedorinчик daha yakından tanıştıracak. Артем, немножко о нашем госте сегодня. Ну хорошо, тогда по-русски скажу, что Богдан является для меня удивительным примером человека-патриота, который с детства не говорил на удмуртском языке, но потом выучил его самостоятельно, писал стихи, много сделал для удмуртской эстрады, и сейчас, в частности, занимается проектом интернет-телевидения Даур ТВ. Вот, поэтому я думаю, что наша сегодняшняя встреча должна быть очень интересной и полезной. Богдан, Тынет. Мгм. Ну, Джеч Буреш, всем привет. Как уже сказали, меня зовут Богдан Анфиногенов. Я сейчас вещаю из Удмуртии, из города Ижевска, столицы Удмуртской республики, где я проживаю уже больше 10 лет, но я родился сам в селе Малая Пурга, это здесь недалеко, закончил общеобразовательную школу, не знал удмуртского языка в детстве, хотя родители у меня были удмурты, все мои предки, скажем так, удмурты по всем линиям, но типичная ситуация для наших райцентров, для городов, когда семья уже не передает язык, скажем так, своим детям. То есть мои одноклассники тоже примеры такого явления. То есть это было абсолютно нормально, поэтому мой брат, например, до сих пор не знает удмуртского языка и никогда не увлекался, скажем так, удмуртским, не разговаривал в школе. И переехав только в Ижевск, что парадоксально, наверное, заинтересовался удмуртской культурой, музыкой, историей, фольклором, всем-всем-всем. Начал изучать удмуртский язык и сейчас уже свободно разговариваю на нем. Также пою песни собственные, пишу для других артистов стихи на удмуртском языке. У меня есть сборник стихов «Файшет будущего», вышел в 2014 году. И там у меня стихи сначала были такие на суржике, да, как говорится, то есть макаронические, с русско-удмуртскими какими-то фразами, потому что, не зная языка, я для рифмы, для какой-то, ну, для рифмы в основном использовал удмуртские слова, которые мне нравились именно по звучанию, и впоследствии уже по мере изучения языка я начал писать тексты чисто на удмуртском языке. Вот. Кроме этого, я закончил исторический факультет Удмуртского госуниверситета, аспирантуру Института истории языка и литературы и писал научную работу, до сих пор пишу на тему этнофутуризм. У меня диплом был про этнофутуризм в современной удмуртской культуре, и сейчас в процессе кандидатская диссертация этнофутуризм как культурное явление финно-угорских народов в целом, финно-угров Урала-Поволжья. Вот. В целом, наверное, все. Работаю в Доме дружбы народов, и сегодня вам расскажу, наверное, подробнее о своем проекте, интернет-проекте Даур ТВ. Но кроме этого, хочется сказать, что у меня есть разные проекты. Я являюсь переводчиком интерфейса ВКонтакте официальным на удмуртский язык 2018 года. Вот. Еще являюсь администратором группы Удмурт Кылбурчи. Это группа ВКонтакте, которая посвящена именно поэзии на удмуртском языке. Вот. Что еще? Ну, вроде вот все. И Даур ТВ, да. Мгм. То есть сейчас можно мне уже показать слайды, да, презентацию. Думаю, можно. Ага. Так, ну давайте сейчас попробуем. Так. Блин. Ага. Так, так, так.
Так, вождес NY. Немножко я... И тут что-то у меня почему-то все вертикально. А нет. Так. Ну, давайте, да, конкретно приступим к Даур ТВ. Почему называется Даур ТВ? Потому что Даур переводится с удмуртского языка как эпоха, век, столетие, и проект был запущен в 2020 году, когда Удмуртская республика, собственно, отмечала столетие своей государственности. Поэтому я решил, что это будет очень символично, и наше правительство Удмуртской республики как раз в то время я увидел по телевидению как раз-таки, что общая концепция вот празднования столетия была названа Даур, то есть это можно также как рассмотреть как Да и УР, Удмуртская республика, то есть разные были там тоже точки зрения, но слово на самом деле очень классное, очень прикольное. Вот, но на самом деле идея проекта у меня зарождалась очень давно, прямо очень давно, потому что я в 2013 году сначала создал группу ВКонтакте MTV Удмуртия, это так у меня был, MTV Россия канал закрылся, я его очень любил, скажем так, вот, и я захотел сделать MTV Удмуртия назвать, и собирал просто ВКонтакте всевозможные видеоконтент на удмуртском языке, там клипы, концерты, фильмы, просто какие-то школьные там вещи плохого качества, то есть все, что выходило на видео и на удмуртском, это все я собирал, аккумулировал вот в этой группе. И у меня всегда была такая душевная боль, да, скажем так по-русски, насчет архивов удмуртских. То есть, когда я вошел в вот эту удмуртскую тусовку, изучил удмуртский язык, я всегда думал то, что мы очень много говорим о том, что о сохранении языка, да, о том, что надо удмуртский язык сохранять, развивать, продвигать, но при этом у нас в Удмуртии нет даже никаких мощных каналов трансляции ну, любого медиаконтента на удмуртском языке, там мультиков, скажем так, фильмов на удмуртском, еще чего-то. То есть телевидение, наш телеканал «Моя Удмуртия» республиканский, у него всего лишь там несколько часов вещания на удмуртском языке. ГТРК Удмуртия тоже там максимум, может, 3 программы по утрам выходит, «Малыш Кыдыш», еще что-то. Радио также у нас отсутствует до сих пор круглосуточное, хотя в том же Мариэл, например, как я знаю, у них давно есть радио Мариэл, где на марийском языке круглосуточно идет радиовещание. Вот, и это очень печально, на самом деле, для нас, для удмуртов, так как, на самом деле, культура у нас очень интересная, она как-то развивается через разные проекты, но нет трансляции этого. То есть люди могут это только как-то спорадически, локально где-то видеть в интернете, там, в соцсетях, но на настоящем там телевидении, радио, то есть это все не транслируется, и я считаю, что это очень плохо. То есть это такое очень больное место, и как мы можем развивать наш язык, если у нас нет таких каналов трансляции. Вот это всегда как-то меня заботило, и была такая мечта создать этот канал, скажем так. Вот. И кроме этого, еще вторая душевная боль – это наши архивы ГТРК Удмуртия, то есть вот все, что накоплено за советские годы, за советское телевидение, радио, аудио, видеоархив, он в закрытом доступе. То есть есть только маленькие там капельки из этого архива в интернете, но до сих пор нет у нас открытого доступа, нет в интернете телеспектаклей, уроков удмуртского языка, там видео у нас были передачи такие, мультики даже создавались, то есть переводились советские фильмы, озвучивались, даже дубляж профессиональный был на удмуртском языке. Я даже знаю, что «Любовь и голуби» были на удмуртском языке, да. То есть это все абсолютно закрыто, и этого нет в интернете. И опять-таки, когда мы задаемся вопросом о том, что молодежь там должна приобщаться к удмуртскому языку, еще что-то, но мы не можем даже, ну, ладно, мы не можем тратить миллионы на создание нового контента, но мы даже не показываем старый контент. То есть это тоже никуда не годится, и до сих пор, конечно, это у меня прям такая боль. Почему так? Почему мы не можем это сделать? Вот, и в 2019 году я получил премию главы Удмуртской республики Александра Бричалова за то, что, ну, премия признания называется ежегодная, и получил ее именно за свою активную этническую позицию, за свои стихотворения, песни и так далее, и так далее. Вот. И нужно было деньги эти, там, 300 тысяч рублей потратить на какой-то общественно значимый проект, как мне сказали. Вот. И я решил, что момент настал, и как раз-таки у меня не было больше никаких идей, какой бы проект я мог сделать. Я решил, вот, нужно создать
ВКонтакте хотя бы, через интернет, через трансляции в соцсетях создать такое подобие интернет-телевидения. Ну вот я сам придумал такой термин интернет-ТВ, интернет-телеканал, потому что в то время как раз шел конкурс «Эль-Куновидение», это у нас такой конкурс музыкальный, и я увидел, что даже моя Удмуртия, то есть официальный телеканал, на ее странице люди писали в комментариях ВКонтакте, а будет ли трансляция ВКонтакте. И тогда я задумался, такая искра у меня пробежала. Люди на самом деле сейчас, я вот сам уже 10 лет не смотрю телек, то есть телевизор, я смотрю все в интернете. И я понял, что люди также, то есть для них важнее ВКонтакте, будет ли трансляция, чтобы ее посмотреть, чем на настоящем телевидении. То есть я решил сделать это, попробовать сделать это ВКонтакте. В 2020 году как раз началась самоизоляция, мы сидели дома, и вот я также просто весь свой архив накачал с Ютуба, с ВКонтакте на свой ноутбук, скачал программу OBS Studio и начал транслировать плейлисты по несколько часов ВКонтакте на странице Даур ТВ. То есть MTV Удмуртия группу я переименовал в Даур ТВ просто. Вот. И так пошло-поехало. Ну, целый год, наверное, я ждал, когда эти деньги придут. И в Доме дружбы народов, где я работаю, тоже очень позитивно отнеслись к этой идее. Выделили помещение, то есть, и бесплатно, получается, дают для проекта там интернет, электричество, то есть все такое, потому что это все под эгидой того же Дома дружбы, Министерства нацполитики, и то есть все сошлось, в принципе, я как методист работаю в Доме дружбы и реализую свой проект Даур ТВ. Вот. Через год, наверное, осенью мы запустили именно студию. Там с грехом пополам, конечно, очень было это трудно. В конце слайдов вы еще увидите. Сейчас вы видите ссылку, собственно, на группу ВКонтакте. Это основная площадка. Там у нас 13 тысяч человек сейчас подписчиков. И постоянно там идут трансляции круглосуточные и единичные. То есть это основная площадка. Но кроме этого, на самом деле, есть также у нас сайт уже свой официальный daur.tv. Кроме этого, мы вещаем на таких соцсетях, как Twitch, Одноклассники, и также еще главная победа, наверное, нашего проекта сейчас – это мобильное приложение для Android телефонов, для Android устройств, Даур ТВ официальное, которое нам помог сделать Гриша Григорьев, наш известный программист, разработчик. И также есть даже собственное приложение для Smart TV, то есть, по идее, можно смотреть трансляцию канала даже на телевизорах Android TV, Smart TV. Сейчас вы видите на слайде один из способов жизни проекта – это краундфандинг, то есть ВКонтакте у нас есть плашка с тем, что можно пожертвовать сколько-то рублей. Я на самом деле вообще не верил, что люди будут что-то скидывать, но уже почти 20 тысяч мы набрали, и это на самом деле очень круто. То есть я думал, вообще никто не будет ничего там никак поддерживать. Вот вы сейчас видите мой телевизор установлен как раз на моем телевизоре приложение Даур ТВ, то есть оно реально работает. Вот. И сейчас подробнее уже о содержании именно самого телевидения. Для начала, как я говорил, я создал плейлисты с разными форматами видео. Например, Улеп Суредьос еще в начале 20 века, так Кузибай Герд, насколько я знаю, это неологизм, живые картинки. То есть это переводится как живые картинки буквально, но в 20-30-х годах это предлагалось как перевод слова «фильмы» на удмуртский язык. На самом деле это очень мне очень нравится. Мультфильмы, фильмы можно как живые картинки перевести. И так я назвал плейлист, собственно, с удмуртскими фильмами. Но их очень мало. Вот, их всего там 4-5, которые можно, скажем так, нормально смотреть. Вот. Кроме этого, у нас есть передачи из студии авторские, когда приходят молодые энтузиасты из организации Шунды, например, молодежной, просто какие-то интересные люди, и мы пытаемся делать подобие настоящего телевидения. Например, вот «Пенал НЛП» – это передача для подростков. Там вот эта девушка София Михайлова, она учится в колледже в медицинском, тоже ходила в лагерь Шундыкар. Вот. Ну, главный критерий вообще всего проекта Даур ТВ – это удмуртский язык. Так же, как у нас есть самое как бы крутое большое СМИ на удмуртском языке, это Удмурт Дунне, газета республиканская, и у нее в слогане звучит газета всех удмуртов, Вань Удмуртьостан газетцы. Вот, я также хотел Даур ТВ, то есть телевидение всех удмуртов. То есть моя Удмуртия – это телевидение республики,
А удмурты – это меньшинство в своей республике. Несмотря на то, что титульный этнос, меньше 30% удмуртов. Поэтому понятно, что на республиканском телевидении у нас, ну, по логике, даже удмуртский язык, он там занимает вот эти 30%, там 5% татарский и все остальное русский язык. То есть по логике, конечно, так. Поэтому мне было важно сделать все на удмуртском, то есть чтобы смотрели именно владеющие удмуртским языком. Вот. Кроме этого, Чибирай Шоу у нас, например, есть программа, это передача для женщин, одноименный конкурс красоты у нас есть, существует Чибирай Шоу. Но тоже все, конечно, скатывается в формат интервью. Вот. Удмурт Арня, это я планировал сделать это главную передачу. Это передача а-ля вечерний Ургант, то есть формат такой, что в пятницу вечером Удмурт Арня в переводе на удмуртский значит удмуртская неделя, если буквально, а также пятница. И вот в пятницу мы подводим итоги недели, новости, главное, важные говорим, и приглашаем известных и не очень гостей, и также музыкальных гостей. То есть прямо пытались копировать вот этот формат вечернего Урганта. Например, вот Эдуард Степанович Петров, наш министр нацполитики, то есть даже такие большие гости, чиновники, скажем, звезды эстрады, то есть они приходят к нам в эфир, и это тоже очень круто, это тоже способствует охвату, скажем так, аудитории. Кроме этого, есть передачи именно потоковые, которые я предполагал, что будут выходить прямо вот каждый день в прямом эфире. И такая передача, например, Бурчук Наен «Доброе утро». Вот. Таких форматов, потому что на телевидении у нас и до этого не было, скажем так, очень редкие были попытки, и мне очень хотелось это сделать. Вот. И на самом деле аудитория нашлась для этой передачи, и, в принципе, я доволен тем, как она реализовалась. Вот. Кроме этого, вообще львиная доля контента у нас на удмуртском языке. Это основная концепция, то есть неважно о чем, неважно кто, неважно как, но все на удмуртском. Но кроме этого процентов 10-20, наверное, у нас на русском языке, потому что у нас есть плейлист «Учим удмуртский». Там мы показываем, например, те же самые видеокурсы организации Куара. У нас есть ресурсный центр Куара, который делает видеоконтент качественный, клипы снимает, вот видеокурсы, лекции, и мы крутим его, как бы показываем уже другим через свой канал. Так, и кроме того, на русском языке также мы, ну, рассказываем об этнографии удмуртского народа для того, чтобы, ну, другие люди в других регионах, иностранцы даже, владеющие русским, то есть они тоже могли узнавать об удмуртах или заинтересовываться удмуртским языком. Так, сейчас, ну, как раз вы видите, это как все начиналось. В 2020 году во время самоизоляции я у себя из квартиры вещал, пытался, приглашал друзей, брал интервью, там мы смотрели клипы разные, это было очень, конечно, прикольно. Также мы делаем сотрудничество, разные коллаборации с другими проектами. Например, Большой этнографический диктант – это федеральный проект, который придумали в Удмуртии и запустили. И мы каждый год делаем вот как раз видеолекции об этнографии народов Удмуртии. Также очень круто, когда бывают такие реакции извне на наш канал. Например, вот Илья Едыгаров на Ютубе, это блогер, он проводит стримы там игровые, вот, и он записал реакцию на передачу, где про него что-то говорили. Вот. И сейчас мы уже как раз подходим к самой студии, которая расположена в Доме дружбы. Собственно, вот на эти деньги 300 тысяч там на премию был куплен компьютер, звуковой микшер, тоже там вы видите. OBS-программа, которая доступна, в принципе, всем для трансляции там ВКонтакте, на Твиче и так далее. Вот. Я уже сам на самом деле осваивал это все в процессе, все как методом пробы и ошибок. Очень было много смешных там и тяжелых моментов, скажем так, это было очень сложно. До сих пор как бы я в процессе вот этого самообучения. То есть у нас нет денег, например, на наем там крутых профессиональных операторов там вот этой трансляции, режиссеров. То есть это все делается моими руками, то есть на энтузиазме. И делается, конечно же, все бывает очень косячно там, и бывают, конечно, ошибки, но это тоже на самом деле круто и прикольно, я считаю. Вот. Студия на самом деле уже очень изменилась, это старые фотки, но вы тут видите, у нас есть вот как раз эта зона, где проводится Удмурт-Арня, зона, где я сижу, как бы контролирую весь процесс. Вот софтбоксы, свет, 3 камеры, это все тоже было закуплено.
Кроме этого, также я сам пытаюсь на Авито как-то искать мебель для самой вот этой локации, потому что на самом деле это все реализуемо даже на свою зарплату, грубо говоря, найти на Авито, перекрасить что-то, там, еще что-то. То есть это очень хорошо, на самом деле. Тоже, ну, хороший опыт, как можно из ничего сделать все, скажем так. Вот. И сейчас, в последнее время, мы, конечно, больше пришли к выводу, что людям на самом деле не особо нравится смотреть передачи из студии, а им нравится смотреть на самих себя. Те же самые носители удмуртского языка живут в деревнях в основном, в сельской местности, и им нравится, когда смотреть на свою деревню, на настоящих, скажем так, вот удмуртов, там, деревенских. Вот, и мы решили сделать проект Удмурт Гурте. Сейчас мы именно топим вот за этот проект и выезжаем в разные районы Удмуртии, в деревни и показываем жизнь удмуртов. Гербер праздник мне очень самому понравилось, прямо кайфанул, как мы в Малопургинском районе в прошлом году провели трансляцию, прямую трансляцию прямо с самого праздника, брали интервью у людей, то есть это было так круто, потому что люди просто там гуляли все в удмуртских костюмах, и они там радостные, дают интервью, и это все в прямом эфире, еще интернет не прерывался, это что очень важно. Вот, и это, конечно, тоже прям было прикольно. Ну, все остальные, скажем так, основные передачи снимаются на хромакее, если не в других локациях, потому что это на самом деле студия очень маленькая, и мы пытаемся вот как-то выкручиваться пока вот собственными силами. Так, ну это в основном все именно про телевидение. Также, чтобы заполнять ленту самого группы телеканала, мы пытаемся что-то придумывать. Например, Удмурта мем. Это рубрика уже в рамках Даур ТВ. Мы просто делаем мемы на удмуртском языке. Самые разные. И Александр Пикузин, также один из членов команды Даур ТВ, он даже в позапрошлом году вроде провел выставку удмуртских мемов, которая вообще залетела на какие-то федеральные группы, паблики. Это была гениальная идея. То есть СМИ российские даже запостили эту новость. Хотя я не понял, почему, то есть почему так, но у него всегда такие вот интересные идеи. Вот, и это сыграло на самом деле, потому что ну, что смотрят ВКонтакте сейчас? Смотрят мемы, смотрят ВК-клипы, то есть какие-то такие короткие, маленькие форматы. Вот. Вот вы видите фотографии с самой выставки. И также мы, конечно, много работаем над популяризацией самого проекта, потому что зачастую бывает так, что в деревнях, ну или в городе люди просто не знают о проекте. Они такие спрашивают, то есть или видят где-то наш проект и говорят, а что это такое, а что так можно было, что ли, а что это такое, где там идет. Хотя мы вроде пытаемся ВКонтакте везде рекламировать, и вот, пытаемся это все рекламировать и делаем также мерч, чтобы продвигать проект, чтобы как-то люди узнавали сам бренд Даур ТВ. Вот, кстати, дизайн, сам логотип и так далее, это придумал мой брат, тоже абсолютно бесплатно, потому что он дизайнер, и он мой брат. Вот. И также в плане рекламы очень крутой пример сотрудничество с Малопургинской администрацией был у нас. Мы собрали краундфандингом 1500 рублей на распечатку вот этих билбордов, баннеров, и в Малой Пурге разместили такое, ну, рекламу Даур ТВ. И на самом деле это было нонсенс даже для райцентра, потому что редко увидишь рекламу на удмуртском языке. Вот. Также очень классно, когда люди как-то отзываются о проекте хорошо, то есть, но тоже интересный опыт, что больше было отзывов извне, то есть диаспоры в Башкирии, в Татарстане, они, ну, это понятно, потому что у них не ловит, например, моя Удмуртия канал, и они ну, хотят видеть контент на удмуртском, и они вот через интернет это как раз самое то для них. И нам писали из Кукмарского района, вот, по-моему, мужчина писал, что он там, когда не было еще приложения, через провода как-то пытался вот там смотреть на своем телевизоре Даур ТВ. Или, например, из Башкирии школьник писал, что он залезал на крышу дома, чтобы поймать интернет и чтобы посмотреть Даур ТВ. Вот, это, такие истории, конечно, очень впечатляют и очень вдохновляют, дают силы, скажем так, чтобы двигаться дальше, что-то продолжать реализовывать проект. Вот. И, как я уже говорил, мы выезжаем в деревни, снимаем деревню, но кроме этого, конечно, наша основная цель – это рассказать жителям деревень, как вы сейчас видите, о нашем проекте, чтобы люди узнавали, как-то это передавали. И
У нас вообще мы более, наверное, уже 2 миллионов, около 3 миллионов просмотров, извините, за 3 года у нас прошло ВКонтакте именно. Это, ну, очень большая статистика, очень хорошая. Кроме этого, у нас вот рекорд, вы видите, 200 человек смотрели новогодний концерт ВКонтакте. Это тоже очень большая цифра. В один момент это люди смотрели. Но сейчас мы этот рекорд побили. 240 недавно было также. Это тоже был концерт удмуртский. Но тут тоже как бы непонятно, радоваться или нет, потому что к своему сожалению, тоже я понял, что больше всего удмуртов привлекают концерты. То есть такие веселые концерты удмуртских топовых звезд. Вот. Их смотрят просто люди, вот просто они сами делают репосты, они сами там лайкают, комментируют, набирают просмотры, охваты. То есть тебе не надо даже там что-то продвигать, делать рекламу и так далее. То есть просто запускаешь концерт, сразу же повышается охват, сразу же становится много интересных комментариев на удмуртском, например, и люди реально это смотрят. То есть, а какие-то серьезные форматы, вот там передач в студии, людям, если честно, то есть это не особо интересно, и таких охватов там, конечно, не бывает. Вот, и на последнем слайде изображена табличка на нашей студии Даур ТВ, Витичком Тоне. Витичком Тоне переводится как «Ждем тебя», и это говорит о том, что Даур ТВ на самом деле это открытый проект, как я говорю, это такое независимое удмуртское телевидение, потому что мне это нравится, потому что нравится, что мы работаем часто в прямом эфире, мы работаем спонтанно, мы работаем не на литературном чистом языке, скажем так, а даем возможность людям, то есть общаться так, как они умеют. Вот. И так, наверное, у меня все. Вот на это. Очень круто, на самом деле. Большое спасибо, потому что я сам вот, честно говоря, поглядываю периодически, когда я иду трансляцию, очень часто просто пишет, что идет трансляция, ну и я включаю, смотрю, особенно если что-то мне интересно. И я Мгм. могу сказать, что я в Удмуртии уже, честно говоря, уже очень много времени не был, да, и по сути для меня вот Даур ТВ это в принципе чуть ли не единственная возможность поддерживать свой удмуртский язык, потому что, ну, естественно, там, если несколько лет языком не пользуешься, он уходит. Вот. Мгм. Благодаря именно тому, что вот есть какой-то контент, и вот это прям, даже причем можно это делать через интернет из любой точки мира, мне кажется, что это вот прям классная инициатива, которой пока что у очень многих языков нет. Но мы надеемся, что после нашего семинара похожие вещи можно будет организовать и в других местах. Значит, дорогие друзья, у меня вопросов очень много. Я думаю, что мы с Богданом можем и полночи проговорить. Поэтому давайте так, задавайте свои вопросы. А если вопросов не будет, то я буду понемножку вклиниваться. Влада, пожалуйста. Спасибо большое, очень классная инициатива, действительно, спасибо, очень интересно. У меня вопрос один такой на понимание. А зачем транслировать на телевизор, если это можно делать только через мобильное приложение? То есть, казалось бы, как бы трансляция, ну, возможно смотреть через телевизор, она актуальна прежде всего для старшего поколения, но для них, наверное, гораздо проблематичнее скачать мобильное приложение, и как-то это для них, Мгм. На самом деле я бы тут поспорил, потому что наверное, на не очень самом... легкий вариант и путь. Вот, это был технически уточняющий. Ага. Ага. Вот, на самом деле телевидение смотрят, то есть телевизоры продаются, они становятся более совершенными, да, скажем так. И, например, мы столкнулись с проблемой, что я думал тоже, что достаточно трансляции только ВКонтакте, но это неудобно. То есть люди не могут, например, смотреть там в приложении постоянно, а в телефоне они что-то делают, они переходят в другие там, не знаю, мессенджеры, еще что-то. И смотрят все равно люди на телевизоре в том числе, то есть и молодежь там, скажем, не только старшее поколение. Футбол, например, я смотрю все-таки на телевидении через там приложение Матч ТВ, скажем, да. Вот, и тут в
тоже это очень важно, и это очень значимо, я считаю, что именно попасть каким-то образом на телевизор, потому что все-таки его смотрят не так часто, наверное, сейчас, но смотрят, потому что это удобно. То есть ты когда сидишь в смартфоне, и параллельно у тебя там Иви, Кион там какой-то, это как это называется, платформа сейчас, киноплатформы, то есть люди все-таки телек используют для разных целей, скажем так. Вот. А можно я вдогонку еще уже не Ага. технический, а содержательный по поводу того, что вот люди предпочитают, конечно, музыкальный контент и вот такое вот все, но при этом мы понимаем, что для развития языка лучше, конечно, всякие разговорные. Какая в этом отношении политика? Есть ли идея все-таки как бы увеличивать количество разговорного контента, привлекать разных людей, которые будут тоже там, не знаю, Мгм. ток-шоу, звонить в студию, говорить на разных диалектах, вот это все. Ну, на самом деле у нас концерты занимают не очень большую долю эфира. У нас в основном как раз разговорный контент. То есть, как я говорил, у нас все скатывается к интервью. То есть любой формат, подростковая передача, передача для женщин, Удмурт Арня, еще что-то, это все интервью, это все разговоры. Кроме этого, в плейлистах тоже большая часть это разговоры, те же там лекции, какие-то еще что-то. То есть этого контента у нас много, и он идет. И я тут просто о том, что его не так много смотрят, то есть я про это только говорил, а так на самом деле у нас большая часть на самом деле, да, она интеллектуальная и такая разговорная, причем на разных диалектах, как я говорил, у нас разговорный язык, даже у ведущих. И насчет телефона, кстати, да, и недавно я там в студии поставил телефон, и нам уже можно, да, звонить в эфир, вот, но как я уже говорил, очень интересно, то есть у нас у удмуртов первый позвонивший, например, был из Башкирии как раз, башкирский удмурт. То есть у нас диаспоры, они очень вот, активные, и, видимо, им прямо вот не хватает иногда вот этого общения, скажем так, на удмуртском. Вот. Спасибо. Маша, Мария Винклер в чате пишет, а на ноутбуках меньше смотрят, чем на телевизоре? Вот такой статистики, по-моему, у нас нет, потому что если в самом приложении Android, приложении Smart TV, там вообще нет статистики, по-моему, на чем именно смотрят, но я думаю, что в основном смотрят на телефонах. Вообще у нас основная аудитория, если я ВКонтакте смотрел статистику, смотрят на телефонах, а на ноутбуках, я думаю, меньше все-таки смотрят. Вот. Если в целом. Здесь я могу вклиниться, потому что вот как раз ну, насчет контента, да, то, что ты говоришь, что все скатывается к интервью. Ну, концерты, в общем, понятно, да, это просто можно там поставить фоном и что-то себе там нарезать капусту, это, в общем, понятно, почему с концертами хорошо, да, с интервью может быть Мгм. сложнее, желательно слушать, но меня, Мгм. конечно, очень интересует, ну, сам я просто люблю научпоп, и мне кажется, вот, вот эта инициатива интересная Тубат, где приходили ученые и, ну, Мгм. по возможности, простым языком рассказывали о своей деятельности на удмуртском языке. Это вот действительно, как Влад сказал, это какое-то большее развитие терминологии, развитие языка. Это, наверное, сложнее, чем просто слушать концерт, но с точки развития Мгм. языка, наверное, это дает больше пользы. Вот насчет такого рода передач, там какие рейтинги, вообще как они заходят? Там тоже вообще, если в целом говорить, что неважно, концерт это хит-парад клипов или научпоп, все зависит от человека в кадре. Тоже это очень интересный такой феномен, который я открыл, что если ведущий, скажем так, нравится аудитории, вот просто нравится, видимо, там тембр голоса, внешность, еще что-то, то просмотры набираются большие, скажем так. Если не очень, то просмотры набираются меньше. То есть это, для меня вот по опыту это работает именно так. И неважно, что там вообще вещает, например, этот ведущий в кадре. То есть если он в кадре, то просмотры реально набираются. Вот, это, видимо, человеку приятно смотреть, приятно слушать, и он уже это слушает. Вот, и в целом, на самом деле, научный популярный контент, вот те же самые Тубат от Куара, которые мы транслируем в плейлисте в своем в одном из, он очень интересен, да, то есть люди на самом деле именно, может, немного человек его прям смотрит как концерты, но люди пишут в комментариях и в личку также говорили о том, что а,
они прямо заинтересовались, то есть включили трансляцию, заинтересовались, начали смотреть. Там Колю Анисимова, например, который рассказывал лекцию про что-то, ритуальные вещи, какие-то мифологию. Вот. И они даже спрашивали, что а можно ли будет потом где-то посмотреть, там найти. То есть это к вопросу опять-таки о том, что Quora эти там лекции выложили, мы их протранслировали опять, и при этом люди, как бы, они не увидели их у Quora, там в ленте, например, когда-то, и они увидели в Даур ТВ, заинтересовались и даже начали спрашивать, а где это найти. То есть это очень круто, это, по-моему, это так и должно работать, и это тоже говорит о том, что человек реально заинтересовался, и он хочет дальше вот смотреть эту лекцию и прямо вот посмотреть и понять, что там. Вот. Но, конечно, больше все-таки смотрят концерты и развлекательный контент, но тут тоже есть такой неподдельный прямо интерес вот узнавать что-то про историю народа, про мифологию, все такое, про обычаи, традиции. Вот. Дальше в чате два вопроса от Тудора и Арнаут. В принципе, я могу их зачитать. Ну, Тудора, может быть, вы сами зададите вопросы? У вас нет возможности. Хорошо, я пока прочитаю первый. Мне интересно узнать, а сколько... Да. Ага, Тудора, Буйрун. Ой, здравствуйте. Мне очень приятно, что есть такая передача. Я с удовольствием это слушаю. Спасибо Гюльлю Ханым тоже, что она мне предупредила. Я хотела, ну, как человек образования, хотела спросить, скажите, пожалуйста, я что-то думала, что удмуртский язык, он более развит, и вы имеете больше привилегий по сравнению с другими исчезающими языками, но я смотрю, что у вас, по-моему, плачевная ситуация хуже. Преподается ли удмуртский язык в школах, и есть ли опыт преподавания удмуртского языка именно в университете, так как это, можно сказать, самая главная инстанция, где можно готовить преподавателей удмуртского языка. И есть ли у вас опыт того, что вы на своей страничке можете давать там какие-то там месяц раз уроки удмуртского языка. У нас оно практикуется в научно-исследовательском центре имени Марии Маруневич. Спасибо огромное заранее. Угу. Спасибо за вопрос, но вопрос очень спорный на тему того, что там удмуртский развитый или не развитый, это все, наверное, относительно, скажем так, относительно каких языков, относительно каких народов. Также у нас есть много разных там побед, много разных поражений в деле развития, сохранения языка. У нас есть в УДГУ, в Удмуртском государственном университете, отдельный институт. Он сейчас объединенный удмуртской филологии и журналистики, финно-угроведения и журналистики. Там готовят как раз преподавателей удмуртского языка. То есть для школ, для детских садов, по-моему, тоже, ну, для начальных классов. Это исторически сложившийся институт, он был всегда и в советское время, и сейчас вот там преподают удмуртский язык, владеют удмуртским языком и так далее, и так далее. Кроме этого, на некоторых факультетах УДГУ, также юридическом, по-моему, преподают язык. В школах сельских, где в деревнях проживают удмурты, скажем так, то там тоже есть удмуртский язык как предмет, удмуртский язык и удмуртская литература, но очень много проблем в связи с там законом 2015 года и так далее, и так далее. То есть там количество часов сокращается, а сейчас в некоторых районах там вообще уже по 1 часу, наверное, осталось языка. Вот, то есть этот процесс, он еще дальше продолжается, ухудшается. Вот, но преподавание продолжается. И в моем селе Малая Пурга, например, в мое время, в моем детском садике не было вообще ничего этнокультурного, не было языка. В начальных классах у нас был как факультатив удмуртский язык. В средних классах я учился в классе, где не было удмуртского языка, литературы в целом. У нас был только один класс, и это дети были из деревни, не из села, а из деревни. Это тоже отдельная уже история. Вот. И сейчас, на самом деле, где-то, да, ухудшается, где-то вот улучшается, потому что в Малой Пурге, в моем садике сейчас все этнокультурное. Прям все ходят там в удмуртских костюмах. Почему-то вдруг я вот тоже офигеваю иногда, почему у меня этого ничего не было. Участвуют в конкурсах, разговаривают на удмуртском дети. В начальных школах и в средней школе даже все изучают удмуртский язык в моей школе в Малой Пурге. Я тоже не знаю, как это так получилось, но что-то изменилось все-таки, видимо. Вот. И в целом удмуртский язык стал больше появляться
на билбордах, в рекламе, пятерочка, да, сейчас вот Магнит, там супермаркеты переводят свои эти вывески на удмуртский язык. То есть тоже все очень по-разному. То есть где-то, можно сказать, плачевное состояние у языка, в том же СМИ, например, у нас мало СМИ, но где-то есть очень большие прорывы там в интернет-проектах, каких-то низовых инициативах молодежных. Но язык преподается, да, издаются учебники, журналы, книги, журналы для преподавателей, даже ну, специализированные, скажем так. Да. Вот в школах в городах открывают классы, например, в Глазове, в Можге, где никогда не было классов с изучением удмуртского, открывают классы с изучением удмуртского языка. Сейчас у нас начинаются также бесплатные курсы удмуртского языка. Они у нас есть практически во всех городах, и есть именно спрос и интерес у людей, но это уже такое факультативное что-то. То есть это городские люди идут на бесплатные курсы удмуртского языка и там полгода изучают язык. Спасибо огромное. Это называется уже самосознание, национальное самосознание уже дошло до той критической точки, когда сам народ говорит, что все, пора, или мы пропадем, или мы выберемся из того, что нас сегодня уже убивает. А язык является главным инструментом для выживания. Спасибо огромное вам за вашу работу. Спасибо. Гюлю, я думаю, что можно голосом. Да. Ну, часть ответа Богдана ответил на мои вопросы, но я все-таки спрошу, практикуется ли программа для детей на вашем телевидении? Делаете ли какие-то проблемы и смотрят ли детки программы? Ага. Это очень хороший вопрос, потому что когда я перечислил, какие у нас есть программы, и там, к сожалению, именно для детей младшего школьного возраста и еще меньше, например, нет передачи такой. Вот. Почему-то я за это не взялся изначально. У нас есть на республиканском телевидении такая передача «Шудон Курка». Не знаю почему, я как-то, наверное, испугался взяться за тему, потому что тема очень такая, наверное, серьезная, щепетильная, да, работа именно вот с детьми, с маленькими. И я изначально это не запланировал, и изначально запланировал только передачу Penal NLP, это именно для тинейджеров, для подростков. Потому что мне самому лично эта тема интересна, потому что в удмуртском языке отсутствует само понятие даже тинейджер. Вот, меня всегда это интересовало, и у нас поэтому нет вот этой переходной культуры из садика, там, студенчества, где дети-подростки там, у которых кумиры удмуртские звезды какие-то там, кей-попы удмуртские там, ну, все такое, то есть этого у нас нет, и это хотелось мне как-то создать, сделать. Вот, и мне уже задавали такой вопрос, что надо делать детский контент, но пока почему-то руки не доходят, я понимаю, что это важно. Наверное, я думаю, что в этом плане очень круто делать озвучку. Вообще у меня есть большие планы на именно озвучивание каких-то фильмов, мультфильмов вот для детей, но тоже это отдельная такая деятельность. Я на самом деле перевел в 2018 году Гарри Поттер, фильм «Гарри Поттер. Философский камень», вот субтитры, то есть полностью, но до сих пор вот именно озвучку не реализовал. И я думаю, что в будущем, если я буду делать для детей такой контент, ну, передачу какую-то для младшего возраста, я, наверное, буду делать озвучку мультиков. Вот, то есть хороших уже там красивых мультиков и буду делать озвучку. У нас давно об этом говорят, но вот до сих пор не доходит до этого дела, потому что все-таки это требует каких-то денежных вливаний, вот, озвучка. Вот. Да, спасибо большое. Да, вот мы тоже пытаемся делать озвучивание мультфильмов. Наверное, вот скоро что-то будем делать. Начинаем уже. Угу. Оно у нас есть, в принципе, немного мультфильмы озвучены, но, к сожалению, они показываются только по телевидению. А было бы здорово, если бы это было бы на Ютубе. Вот сейчас мы стараемся исправить эту ситуацию. Ну, в этом плане, кстати, я бы хотел добавить Андрей Чемышев, есть такой активист из Мариэл. Вот, он очень хочет, чтобы марийский язык попал в какой-то там, ну, язык YouTube
скажем так, потому что на Ютубе сейчас, видимо, есть функция, когда нажимаешь на кнопку, и машинный голос, причем очень хорошего качества, он переводит любой мультик, любой фильм на твой язык, но для этого надо очень прямо большое количество слов озвучить именно заранее вот в этой там приложении, в программе. Ну, в общем, Андрей Чемышев, если вы его знаете, вот, то он вам подскажет, как это сделать. Я пока тоже времени нету, чтобы это все перевести, озвучить, но вот есть такой ноу-хау, скажем так, когда на Ютубе сейчас можно стало на Яндексе, на Ютубе уже, чтобы сам Яндекс озвучивал эти мультики. Вот. Это просто так у меня ремарка. Спасибо большое. И еще такой вопрос, последний. Сколько у вас сел, сколько городов, где живут удмурты, да? И говорят ли дети на удмуртском языке? Вот между собой в семьях общаются на этом языке или как? Угу. Именно городов и сел, где живут удмурты, это сложно сказать. Удмурты живут везде, вообще везде как бы, но в процентном соотношении есть более удмуртские и менее удмуртские города. Вообще городов удмуртских у нас нет, и поэтому я и делаю свои проекты, потому что у нас исторически сложившихся удмуртских городов не существует. Ижевск, он по своему духу очень русский, прямо он изначально русский заводской город, так же как Глазов, так же как Сарапул, так же как Сарапул купеческий, да, скажем, так же, как Воткинск, тоже город-завод, Камбарка, Можга. Даже Можга город с удмуртским названием, но он не удмуртский, там он больше татарский, там больше татар, скажем так. Вот, и поэтому у нас не существует, я бы сказал, развитой городской культуры на удмуртском языке. То есть она вся такая аграрная, вот все есть словарный запас, язык, то есть он вот такой, как у многих там поволжских тех же народов. Вот. И удмуртов на самом деле много живет в городе. Вот парадокс, конечно, да, сейчас то, что я говорю, то есть удмуртов живет в городах много, в том же Глазове, в Ижевске, но они уже теряют свой язык, это с советских времен, то есть в каком-то уже поколении просто не передается язык. Старшее поколение в городе может еще говорить, наверное, но тоже редко, то есть он не используется в бытовых, даже каких-то вот сферах, вообще там в торговых центрах, то есть нет такого прямо традиции использования языка в городе, я бы сказал. Вот. И то же самое, конечно, оно относится уже к селам и к деревням. Есть очень негативный сейчас процесс, что уже в деревнях, в удмуртских, там говорят, что вот в садиках и родители перестают зачастую разговаривать с ребенком на удмуртском, и дети уже разговаривают чисто на русском. То есть это уже тоже влияние там глобализации той же самой, тех же мультиков и так далее, моды какой-то, интернета. Вот. Но я бы сказал, что есть все-таки деревни, в основном это юг, в основном это южные районы, они более удмуртские. Те же самые село Алнаши, самое, если из райцентров, то Алнаши это самый удмуртскоязычный райцентр. То есть это именно село, где там в банках, в Сбербанках, везде там, ну, на удмуртском языке все-таки люди разговаривают в живом, естественном виде. Вот. И радостно, что да, в маленьких деревнях, еще в удмуртских, то есть семьи, есть дети, которые, да, общаются, разговаривают на удмуртском, но я бы отметил, что это все такой кухонный язык, это разговорный язык, потому что литературный язык, он очень ослаблен, и этот процесс как бы усиливается. Литература очень ослаблена сама, вот эти все СМИ, отсутствие СМИ влияет, также школьная система, проблемы системы образования, это все очень влияет, и поэтому дети разговаривают. Это очень круто, что вот дети разговаривают, но это суржик, как раз-таки это тоже суржик. Там много сленга, много русского языка уже, и это естественный процесс тоже. И в школе, например, литературный язык, даже если изучают дети, там, они, например, ВКонтакте, когда будут писать комментарии или сообщения, они будут писать с ошибками, то есть они будут писать именно вот так, как они разговаривают в жизни. Вот. А так, да, есть еще, да, есть деревни, где есть язык. Спасибо большое, удачи вам. Спасибо. Аника? Да, спасибо огромное, Богдан Тау. Меня очень интересует вопрос так называемых новых носителей. Вот это же мировая очень актуальная тема в социолингвистике. И я же социолингвист. Так что, если я правильно понимаю, вы лично сами вот изучали свой язык, свой родной язык взрослым.
И я именно вот исследовала вот этих новых носителей самских языков. Значит, людей, которые взрослыми людьми изучали самский язык, которого они как бы не осваивали в детстве. Так что меня очень интересует, есть ли много вот таких удмуртов, которые в таком же положении, как вы, или вы какое-то полное исключение? И какие вообще условия, если взрослый человек хочет вот так активно, эффективно как бы вернуть свой родной язык, если так можно сказать? Это в университете или вот эти языковые курсы, например, или Мгм. каким образом люди в основном изучают язык? И Мгм. вот какие отношения есть, например, в сообществе, если такие люди, как вы, начинают говорить на языке, это совсем все за, все позитивнее, все вас поддерживают, и думают, что это просто хорошо, если вот люди изучают язык и заговаривают на языке, или если какая-то критика против таких новых носителей, что вот нельзя говорить, если не чисто, не совершенстве говорите. Ну вот так, спасибо. Мгм. Ну да, очень хороший вопрос тоже, спасибо. На самом деле таких людей мало, вот, но они есть. Вот кроме меня, это, конечно, есть такие люди, например, даже там Надежда Уткина, даже если из эстрады, например, удмуртской взять, Надежда Уткина, там Татьяна Ишматова, Юлия Шахтина, Никитина раньше, да, была, там Света Ручкина. Я сейчас перечисляю звезд удмуртской эстрады, певиц, да, которые разговаривают на удмуртском, поют на удмуртском, но они так же, как я, в детстве не знали языка, не общались на языке, хотя при этом удмурты. И, конечно, я бы сказал, что изучать язык мне было не так, наверное, сложно, потому что у меня был какой-то бэкграунд. Все-таки я был не абсолютно человек, который там никогда не слышал удмуртского языка или вообще не знал там базовых каких-то слов. У меня всегда была под рукой, скажем так, деревня моей бабушки, моей мамы, где, ну, чисто удмуртская деревня маленькая, куда я ездил летом, каждое лето на школьные каникулы. Вот. И там я всегда слышал. Просто слышал всегда с детства удмуртскую речь, люди ходят по улицам там, разговаривают на каком-то языке. Бабушка моя, то есть она плохо понимала по-русски на самом деле, то есть она всегда была тоже на языке. И меня с детства учили каким-то словам приличия, типа встаешь из-за стола, надо сказать баджим тау, там большое спасибо, или там тушче скыт, очень вкусно, надо бабушке сказать. То есть для коммуникации с бабушкой я должен был знать какие-то базовые слова. Вот. И в начальных классах у нас был удмуртский язык предмет, но он был, видимо, такой легкий, факультативный, и я оттуда ничего не понял, ну, не запомнил, не усвоил, кроме там некоторых слов типа гондыр, медведь, еще чего-то, там какие-то такие простые слова, вот, но в целом я, конечно, язык не усвоил. И сам я лично его начал изучать, вот как я говорил, в 18 лет, когда я переехал в город. У меня такое было прямо чувство этнического самосознания, меня прямо распирало, я хотел помочь удмуртскому народу, удмуртскому языку, потому что прочитал много книг про там историю удмуртов, еще что-то. Вступил в организацию Шунды, в молодежную. Вот тогда же была перепись 2010 года, например, когда прямо говорили, что вот надо спасать язык и так далее. Вот, и вот чисто на таком личном мотиве я начал изучать язык. Я сам купил словарик удмуртско-русский в Малой Пруге в библиотеке за 30 рублей. Просто начал, и в этот же день я просто пытался прочитать весь словарь и запомнить все слова сразу за один вечер удмуртские, скажем так. Искал в интернете грамматику удмуртского языка, но все, что можно было найти в интернете, материалы я нашел, читал. Начал потом постепенно слушать тоже мою Удмуртию, эфир на удмуртском языке. Эктоника передача была такая по субботам раньше. Вот, потом начал песни слушать удмуртские, хотя они мне не очень тогда нравились, тогда не было еще вот этой новой молодежной эстрады, но я пытался, ездил когда в Малую Пургу, слушал песни и пытался понимать слова. Начал читать потом целые романы даже на удмуртском языке. Я вообще был в шоке тогда, что у нас, оказывается, есть удмуртская литература, у нас, оказывается, есть романы, там, сборники стихов. Я даже не думал в школе, что у нас, то есть, все это есть, потому что не интересовался. Вот, и как-то вот
лично в моем случае я изучал сам. То есть мне было удобно, и мне по жизни всегда удобно обучаться не в группе, а самому. То есть я сам до этого дошел и спокойно по своей программе, видимо, какой-то там начал это изучать. Те же стихи, написание стихов тоже влияло. То есть это тоже способ, творческий способ, чтобы дальше изучать язык. Вот. Поэтому, если бы я изучал это на бесплатных курсах или еще где-то, наверное, я бы не усвоил язык. И вот, и в первую очередь, главный мотив – это вот собственное желание, и мне было вообще не важно, там, я мог найти книгу, если она мне нужна, я мог сам найти материал, я сам слушал, сам что-то покупал. То есть у меня очень было сильное желание выучить язык, и только из этого я его выучил. Вот. А, опять-таки, если говорить о том, что вот в школах у нас в Малой Пурге преподают язык, но у меня есть знакомая, которая проучилась 9 классов, получала пятерки по удмуртскому языку, но она сейчас не знает даже базовых слов. То есть люди, когда проходят... Это так же, как я учил английский в школе, как иностранный. То есть я учил английский, но я не умею общаться на английском. Скажем, я приехал в Финляндию, я пытался на английском что-то сказать, и у меня ничего не получалось. И это то же самое, вот дети учат в школе удмуртский язык, но они не владеют им. Они даже простых слов потом через год не смогут сказать. И тоже бесплатные курсы. У меня есть знакомый, который ходил на бесплатные курсы. Прошло, наверное, год там или полгода, я у него что-то тоже спрашивал, обычные какие-то слова, и он не смог ответить. То есть у него все улетучилось. И вот это вопрос о том, что у каждого свой подход, наверное, и человек, который 10 лет изучает в школе удмуртский язык, он может вообще абсолютно им не владеть. Вот. Так, какой еще был там вопрос? Ну, Что... про отношения вот Да, сообщества. про отношения это очень интересно, потому что когда я изучил язык, я приехал, ну, уже прямо мог что-то говорить на языке. Я приехал к бабушке в деревню, вот в эту как раз Орляново, да, где у меня были друзья удмурты, но я с ними общался на русском языке. Вот. И я там начал такой прям восторженный, приехал и начал разговаривать на удмуртском, и на меня смотрели как на сумасшедшего, то есть как на дурачка какого-то, и говорили о том, что не умеешь, не разговаривай. То есть вот не надо, то есть потому что у меня был русский акцент, а русский акцент очень негативно воспринимается удмуртами. То есть когда иностранцы говорят на удмуртском языке с иностранным акцентом, это как бы круто. То есть это слышится прямо очень мило, очень прикольно, и сами удмурты как бы, ну, поощряют, скажем так, это, да. А когда человек с русским акцентом разговаривает на удмуртском, это очень прямо негатив, тем более, если вот такой непонятно, да, удмурт, который не знает языка, вот, и поэтому очень было негативное восприятие от детей, от взрослых, вообще от всех. Мужики, например, они на меня смотрели, я с ними начал общаться, вот представляете, я всю жизнь с ними общался на русском, и тут я начал на удмуртском им говорить, и у них были там большие глаза, и они такие: чувак, зачем? Зачем? У них просто было непонимание, то есть для чего я это делаю. То есть они говорили наоборот, что мы, наоборот, стараемся на русском языке чисто говорить, то есть, ну, в деревне, то есть учим русский язык, скажем так, а зачем тебе удмуртский? То есть ты зачем, для чего ты удмуртский язык учишь? Вот, поэтому такое отношение было, да, и главное, конечно, мне было очень обидно поначалу, но потом я просто это как-то переступил, вот этот порог, и просто начал дальше совершенствовать язык, и очень хорошо, что я не остановился, потому что я бы, наверное, в этот момент мог бы сказать, что ай да, ну нафиг, то есть зачем мне это надо на самом деле, то есть если сами удмурты так воспринимают, вот, но потом очень хорошо, что у меня были друзья, студенты с удмуртской филологии, панк-группа Амисовод, где я тоже участвовал, вот, и они всегда меня подбадривали в общаге, по-дружески говорили там, что давай, ничего страшного, давай дальше учи, будем общаться, неважно как, главное общаться, вот. Вот, да, наверное, все ответил. Ну, я немножко добавлю, что мне-то как раз ситуация с учебными материалами хорошо знакома, потому что я тоже, в общем, человек, который учил удмуртский язык с нуля. Вот. И более того, я даже вот курсы, которые площадки в Ижевске, где вот от Миннаца курсы, я ходил, ну, почти на все площадки я сходил хотя бы по разу, потому что мне интересно было познакомиться с преподавателями, посмотреть на методики. И у меня осталось как такое немножко странное впечатление, что
как бы есть большое желание, есть запрос, но очень часто люди просто вот как бы, как бы сказать, чтобы никого не обидеть. Ну, для того, чтобы преподавать язык, это вот недостаточно просто говорить на языке. Вот ты знаешь, ты говоришь на языке, ты носитель. Это совершенно не значит, что ты можешь хорошо преподавать. И люди там какие-то изучают какие-то списки слов, там названия животных, да, то есть, ну, они как бы это нереальная коммуникация. Или, например, по-другому это происходит. Просто приходит преподаватель и там 1,5 часа с ними говорит по-удмуртски, они ничего не понимают, да, но он называет метод погружения. Ну, так это какое погружение, если это же неэффективно совершенно. И в этом смысле сейчас ситуация улучшается, потому что действительно там появляются новые книжки и так далее. То есть она действительно сейчас, скажем, проще, чем 10 лет назад. Но для того, чтобы выучить удмуртский язык с нуля, это вот надо быть действительно настолько замотивированным, как Богдан, ну или не знаю, еще, чтобы у тебя было много, например, носителей вокруг, потому что, вот, скажем так, я думаю, что таких людей, как Богдан, действительно мало, потому что, ну вот действительно сейчас условия такие, что это очень это возможно, но это очень непросто. И мне кажется, что как раз ситуация, когда есть много хорошего контента, это как раз тоже идет на пользу потенциальным новым носителям, потому что у них есть за счет чего погружаться в язык. Потому что даже если люди их, например, на каком-то этапе отвергают, вот как Богдан отвергает, да, они могут, по крайней мере, практиковаться на чем-то таком. Они могут слушать язык и, ну, так сказать, общаться с телевизором, наверное, тяжело, да, но они, по крайней мере, могут хотя бы уровень понимания себя прокачать. Они, конечно, будут говорить с акцентом и так далее, но, по крайней мере, эти вещи они будут прокачать, и потом уже более-менее постепенно погружаться в настоящую коммуникацию. Но это в любом случае проще, потому что, я говорю, 10 лет назад даже этого. Я бы с тобой поспорил насчет того, что сложно сейчас изучать удмуртский язык. Удмуртский изучать очень просто, но на мой, конечно, субъективный взгляд, потому что есть самоучитель, даже приложение, Android-приложение, там, Кылдыщин, где у тебя, ну, просто все уже там, это как крутые там самоучители английского языка, Android-приложения, да, Гриша Григорьев тот же разработал, там у тебя озвучка правильная, чистая, там красивая, там у тебя задания на разные уровни и так далее. То есть учи не хочу, ну, на самом деле. Но чтобы, да, наверное, надо еще найти это приложение, да, и узнать, что оно существует. Но, то есть в мое время не было никаких приложений для изучения удмуртского языка, например. И видеокурсов тоже, тем более, вообще не было, в принципе, в интернете. А сейчас, если вот ты захочешь, ты же можешь реально смотреть там видеокурсы Куара, например. Вот. Ну, это верно, но, например, хорошего описания грамматики пока нет. А это, мне кажется, ну, да. Вопрос от Тани Давидюк. Присылают ли зрители и подписчики свои видео на удмуртском, чтобы они попали в трансляцию? Есть такая рубрика? Да, присылают, и я изначально очень хотел, чтобы так было, но тоже я специально переделал даже группу Даур ТВ в паблик, чтобы там было предложить новость, то есть любой удобно мог бы предлагать. Присылают люди видео, но на самом деле не так много. Школьницы вот недавно из районов начали присылать короткие видео в формате тиктоков, там ВК-клипов, потому что я ежедневную рубрику запустил в прошлом году «Удмурт ТикТок», то есть это короткие видео тоже на удмуртском языке. Вот, и процесс пошел, но тоже, конечно, я пока не очень доволен, скажем так, количеством, но меня радует, что присылают, в принципе, видео. Но бабушки тоже присылают, например, там какие-то видео с концертов, как они выступают. То есть очень, очень разного качества, очень разного формата видео, но есть. Вот. Я еще хотел сказать вот насчет детского контента, там немножко заговорили, я себе просто поставил пометочку, чтобы потом добавить. Мне кажется, что, может быть, есть смысл попробовать такой формат, как «Спокойной ночи, малыши». То есть некоторую такую программу, ну, мне кажется, что у многих языков что-то такое было, ну, на телевидении. Ну, вот я не знаю, было ли на удмуртском телевидении, я просто сейчас не могу вспомнить. Но если бы это было, например, на ДУ-ТВ, мне кажется, это было бы хорошо. Ну, в советское время было очень много передач разных форматов, просто в разные периоды советского времени они назывались там по-разному Роспрос, там Кокорико, еще что-то. Но архивы закрыты, и поэтому я не знаю, как именно они там проводились. Мы вот не можем это посмотреть, вот, но это, да, крутая идея, и я приму к сведению, да, надо подумать. Слушай, но ведь господи, Наташа, как ее забыл, которая как раз финский язык преподавала. Ее папа работал, господи, Леонид, я уже забыл. Он как раз... Федотов?
Ой, наверное. Гусев, Леонид Федотович Гусев, Гусев. вот, Гусев, Да, да. да, да. Он-то как раз связан с удмуртским телевидением. Может быть, через него? Ну, обидно же. Ведь житель Не-не-не, там политика руководства именно в том, что прямо вот вообще никак, вообще там ни через кого, вообще никоим образом. Как бы так вот. оно же просто, ну, от старости развалится, и все. Ну да, 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 есть вот эти проблемы. Я почему говорю, что это прям вот такая боль у меня, потому что я как-то вообще думал, что вот мне будет очень обидно умереть, да, например, и не увидеть вот этих вот там, не знаю, например, видео 60-х годов, где там певцы в пиджаках на удмуртском поют как в «Голубом огоньке», то есть это реально будет обидно, то есть, блин, это же есть, это же можно выложить в интернет, все обрадуются, скажем так, но вот, блин, не хотят, и все, как бы вот. Да, ну это, конечно, такая странная ситуация. Ну ладно, оставим ее. Следующее, что я хотел спросить, вот ты немножко заговорил на тему переводов, ну там Гарри Поттер и так далее. Ну и я не могу не задать вопрос об авторских правах. То есть Джоан Роулинг, наверное, вы не договорились, да? Ну, там и не только там фильм. То есть Настя сейчас переводит книгу, а я перевел именно фильм. Вот, там не только Джоан Роулинг, там уже все там эти кинокорпорации, конечно, накинутся. Нет, на самом деле просто ВКонтакте, на Ютубе сразу же подобное видео заблочат, потому что я смотрел опыт Казахстана, на самом деле, вот в 2018 году я прям вот запарился на эту тему, я смотрел опыт Казахстана, у них там очень развитый черный рынок вот этих озвучек голливудских фильмов, Гарри Поттера в том числе и так далее на казахский язык. Они их там как-то переворачивают ВКонтакте, еще что-то переименовывают на казахский. Вот, но все равно все банят, потому что усиливается вот это отслеживание авторских прав. И тут выход простой, как бы либо в трансляции ДР-ТВ, потому что я вижу, что в трансляциях не банят ВКонтакте, на Ютубе там сразу как бы обрубают, либо вот в той же трансляции ДР-ТВ, либо в закрытых показах, тех же там, например, ну, на больших экранах просто показывать, на Яндекс.Диске там скидывать, потому что к нам приезжал активист, по-моему, блин, Айрон, что-то там Айрон, то ли он дагестанец, то ли он ингуш, какой-то Айрон у него, Айрон что-то, забыл название, но они как раз занимаются, по-моему, ингуш, вот, они занимаются озвучкой вот этих мультиков, фильмов, и они Они их показывают, осетины они? осетины, да, что-то Ирон или Айрон, что-то я не Дело помню в том, что название. у осетинского языка есть два основных диалекта – иронский и дегорский. И вот Да. иронский – это Ирон ТВ, скорее всего. Да-да-да, что-то такое. И вот я тоже у него спросил, типа, а как вы с авторскими правами? У вас, конечно, крутой проект по озвучке. В итоге-то они показывают все вот ну, в клубах, в деревнях показывают, передают друг другу. То есть, в принципе, если этот контент будет, то каким-то образом он просочится, наверное. То есть как-то он будет жить, мне кажется. Вот. Ну, Но хорошо. сотни тысяч долларов никто, конечно, не выделит, на чтобы официально показывать там диснеевские мультики. Нет, ну просто в порядке дискуссии я могу сказать, что, ну, наверное, Гарри Поттера купить будет дорого, но мне кажется, что там, грубо говоря, ну, условно, советские мультфильмы, да, мне кажется, не так сложно договориться. И наверняка есть какие-то другие фильмы или мультфильмы, с которыми тоже договориться не так сложно. Но вот Ну, вы пробовали да. как-то узнавать это? Узнавать я не пробовал, я только знаю, что был негативный опыт со смешариками в 2000-х годах. Миннац у нас даже, по-моему, готов был заплатить деньги, то есть были деньги, договаривались с создателями смешариков, но отвергли создатели вот эту озвучку на удмуртском, потому что им не понравились голоса актеров, что-то такое. То есть вот банально какая-то тупая причина была на самом деле. Вот. Но потом Силта Батыр сейчас Татарстан, да, что-то делали, не знаю. После этого, наверное, уже не разговаривали ни с кем, но я думаю, тут надо просто разговаривать с Татарстаном, потому что в Татарстане сейчас есть канал Шаян ТВ, где Ханна Монтана, Черепашки-ниндзя, Фиксики, то есть все на татарском выходит каким-то образом, то есть не знаю, сколько денег там они платят за это все. И у них еще в Министерстве образования Татарстана тоже в 2000-х годах были переведены чебурашки, крокодилы Гены и вот все вот это на татарский язык, причем по какой-то образовательной программе Минобра Татарстана. То есть я думаю, вот надо с ними связаться и узнать, как они это делают. Вот. Я думаю, что там может быть действительно вопрос денег, там Татарстан все-таки побогаче, но вот наверняка ты знаешь про серию мультфильмов «Гора самоцветов», и Артем Медведев, который сейчас не в Удмуртии, но он как раз занимался переводом на удмуртский язык, я не знаю, может быть, даже вы что-то транслировали, потому что там Ну, я видел, да, да.
Там на самом деле достаточно много этих мультфильмов, и если их все перевести, это уже будет хорошая такая, ну, как бы. И они дают права прям бесплатно, так что, может быть, заморочиться с ними. Ну, короче, иметь в Да, виду. Артем со мной уже говорил, да, по этому поводу, вот, но на самом деле, то есть у меня пока просто руки не доходят. То есть, как я говорю, озвучка, это прямо иногда меня осеняет, да, блин, озвучка, надо делать озвучку, но на самом деле, вот пока не доходят руки, возможно, в какой-то период времени я просто все переформатирую и все силы брошу на озвучку, мне кажется. То есть, вот. Ну, Чемышев как раз организовал в Йошкар-Оле студию, то есть, может быть, как-то с ним тоже связаться, он поможет технически, потому что он знает, как. Ну вот он мне сейчас предлагает войти, вот сделать вот этот глобальный перевод и озвучку всех удмуртских предложений и слов, чтобы просто нажимать кнопку на Ютубе, и там у тебя все сам машинный голос переводит, ну, озвучивает. Вот. Богдан, я боюсь, что это долго. То есть я понимаю Ну да. идею, но Чемышев даже для Марийского это не сделал, при том, что они там уже набрали миллионы. То есть я бы пока вот это направление не сильно Ага. трогал, потому что ну, это несколько лет нужно точно. Маш, я вижу вопрос твой в чате. Может быть, ты голосом его задашь? Да, я постараюсь, если мне будет наконец нормально слышно, а то у меня всякое бывает технически. Вот, просто одна моя знакомая участвовала в таком проекте, я, правда, не помню, как называется сам проект и кто его организовывал. В общем, там разные люди приходили в эфир, по-моему, это было в Инстаграме или что-то такое, и начитывали просто разные детские сказки на русском языке. И как предполагалось, что родители, у которых есть маленькие дети, просто как бы будут ставить сказки, чтобы как-то, в общем, самим не все время как бы там читать не каждый день, а вот как-то так, чтобы как-то это разделить эту обязанность, так сказать. И, наверное, было бы очень здорово, то есть я не слышала, чтобы такое организовывалось как-то особо массово на разных других языках. Мне кажется, что это очень крутая идея, и если получится такое реализовать, то было бы очень здорово. Мгм. Ну да, кто-то ко мне уже обращался с такой идеей, чтобы на разных, ну, в Доме дружбы народов, где я работаю, тоже у кого-то была такая подобная идея, читать сказки, чтобы актеры Удмуртского театра читали сказки вот разных народов, в том числе удмуртского. Вот поэтому об этом слышал я, да, но я не знаю вот почему, как-то вот у меня руки до этого не доходят, наверное, потому что я сам еще не родитель, вот, поэтому как-то, видимо, в орбиту моих интересов не особо попадают вот эти вещи, и я, например, даже вот у меня не было такого понимания, что родителям надо занимать детей, читать сказки, то есть, видимо, я пока до этого не совсем еще дорос, вот, но идея, на самом деле, я думаю, правильная, да, и у Артема с этими «Спокойной ночи, малыши», да, и у вас тоже со сказками. У нас есть, кстати, несколько уже мультиков, тоже с озвученными уже сказками. Нарисовали художники несколько мультиков. Вот, именно на удмуртские сказки. Вот, поэтому, да, тоже надо рассмотреть. А, так, вроде желающих нет, поэтому я продолжу. Ты говорил о финансировании, но я как бы немножко слышал, что вы там люди в основном волонтеры, но интересно, вот если, грубо говоря, взять за 100% все ваши расходы, каким образом они распределяются, то есть сколько процентов уходит там, я не знаю, на аренду, на технику, ну вот по бюджету, то есть не называя конкретных цифр, да, а просто в процентном отношении, потому что просто интересно, если что такое делать, к чему надо быть морально готовым, на что будут основные траты. А, Не, ну, как я говорил, у нас самое главное, что у нас есть там помещение Дома дружбы народов, где я работаю, которое дается, ну, бесплатно получается. Плюс интернет тоже бесплатный, потому что круглосуточная трансляция, то есть она идет постоянно. а, Постоянно нужен интернет, да, и свет тоже, электричество, то есть на свет, на камеры, на работу компьютера, скажем так. То есть, мне кажется, вот это основное, как бы, такое дело. Как я уже говорил, у нас, да, все волонтеры, все вот эти ведущие, например, то есть они приходят просто в свое там свободное время, отдел время, и просто забегают, скажем так, в студию, зачастую вообще не готовясь никак. То есть вообще я уже им пытаюсь что-то там, давайте там в авральном режиме, там, может быть, поговорим там об этом или о том, или что-то такое. То есть это и плохо, и хорошо. То есть есть везде плюсы и минусы. Вот, поэтому тут
не знаю, это, ну, личное время людей, наверное, тоже затрачивается как бы в этом плане, прямо идет тоже затрата людских ресурсов, именно времени. А так, я не думаю, что ведущие там сильно запариваются. Но мои коллеги там, вот Александр Бекузин, он раньше работал в Доме дружбы тоже. Вот сейчас Маша Емельянова, у нас глава пресс-службы Дома дружбы, Августина Михайлова, Алина Чернова, тоже сотрудники, вот кто Бурчук Наен ведет, например, и Удмурт Гурте. Они, в силу того, что они работают со мной в Доме дружбы, у них больше времени посвящено Даур ТВ, они могут больше как-то что-то сделать, поэтому они больше затрачивают, да, своих сил. Они уже участвуют там что-то в сценариях, что-то придумывают. Сейчас мы пишем на грант Удмурт Гурте проект отдельно. Вот, и та же Маша, например, она тоже продумывает вот эти, она хотя бы собирает новости для Удмурт-Дня, она хотя бы делает дайджест, потому что даже вот этого добиться от ведущих, то есть это сложно, когда у тебя нет зарплат, когда ты не можешь никак повлиять, например, на тех же, ну, подростки, это вообще как бы там, то есть это просто люди просто приходят и с глазами такими стоят, вот, и как бы, и не знают, что делать, да, например. Вот, я бы не сказал, что прямо вот сильно затрачиваются человеческие ресурсы. Как бы у меня, да, то есть, но это тоже чисто из-за моего такого большого желания, то есть я и там ночью монтирую там видео, например, в выходные дни, что-то, то есть, ну, круглосуточно на самом деле, то есть приходит какая-то идея, ты ее реализовываешь, и неважно, где ты там, на футболе, там, в деревне, выходной у тебя или нет, вот, то есть все-таки я понимаю, что это мой проект, что если не я, то как бы никто его не будет его вести. Вот, и неважно даже там, работаю я в Доме дружбы или нет, то есть этот проект, это он даже такой вне организационный, я бы сказал, потому что если даже там, грубо говоря, меня уволят из Дома дружбы, или я вдруг перейду на другую работу, я его все равно буду как-то реализовывать, даже без студии, даже там без чего-то, например, потому что есть аудитория уже, то есть и хочется как бы чтобы больше людей, да, поглощали контент на удмуртском. Коллеги, у меня еще есть несколько вопросов, но вы в любой момент можете встрять, потому что мне кажется, что Ну если... я бы хотел добавить, что по поводу техники, мебели вот и всего такого, вот на самом деле получается, что много денег на самом деле не нужно. И у любого человека, даже с бюджетной зарплатой, если у тебя есть опять-таки желание, то есть это можно делать самому. То есть можно вместо хромакея купить зеленую ткань. Как бы это одно и то же. Там можно на Wildberries найти по акции какие-то петлички. То есть вот отговорки всегда есть, да, как это пафосно, там это, да, ванильная цитата, отговорки есть всегда, то есть вот на самом деле возможности тоже есть всегда у всех. Вот. Следующий вопрос я хотел давно на самом деле спросить, вот насчет платформ. Ну, я уже понял, что ты не пользуешься Телеграмом, да, но на самом деле мне кажется, что ВКонтакте и Одноклассники это как бы, ну, там много людей сидит, да, но наверняка есть люди, которые потенциально вас бы могли смотреть, если бы вы как-то транслировались и там, я не знаю, ну, может быть, на Фейсбуке нет, но может быть, я не знаю, там в Инстаграме. Я, честно говоря, даже сам не знаю, ну вот, но все равно мне кажется, что если это не требует больших ресурсов, то можно транслироваться, грубо говоря, везде, или Мгм. это сложно? Вот как это? Там, где это, как бы сказать, возможно, я сделал трансляции, вот как я говорил, на Одноклассниках, на Твиче, там еще на каком-то сайте, ну, то есть приложение сделали мы, сайт свой официальный. Я пытался на Ютубе делать, но на Ютубе это невозможно, к сожалению, потому что там вот как раз банят вообще за любое нарушение авторских прав. У тебя там трансляция, я прямо вел круглосуточную трансляцию на Ютубе в прошлом году, пытался несколько раз, но там 2 дня проходит максимум, и тебя за что-то, но банят. То есть, учитывая, что у нас клипы там, это разные исполнители, это разные музыканты, кто-то делал каверы, например, на кого-то, да, еще что-то, еще что-то. То есть, и просто рано или поздно, там, 2-3 дня трансляцию банят, и ее надо заново запускать. То есть, только поэтому, как бы, я не транслирую на Ютубе, а так, без проблем, на самом деле, там люди смотрели, то есть, было, да, интересно, какая-то новая аудитория была, вот, но там эта проблема с авторскими правами вообще очень, очень мощная, потому что во время самоизоляции мы проводили презентацию Удмурт Калбурчи сборника от ДДН,
и нас забанили за шум телефона, по-моему. Там девушка просто читала стихотворение на удмуртском, и был такой шум фоновый там прямо. И нас трансляцию всю просто закрыли. Непонятно из-за чего. Как бы вот, то есть это вот YouTube это очень вот сложно в этом плане именно постоянной трансляции. А Instagram, он в принципе не подразумевает в себе вот эти тоже такие постоянные долгие трансляции. То есть у них это не разработано никак, то есть у этого там нет такого. Вот. Но Поэтому, погоди, ведь есть же какие-то видеоблогеры, которые на Ютубе просто делают стримы. Вы можете, например, да. делать какие-нибудь стримы, и, например, тот контент, который можно, который Ну, вот именно... Даур ТВ это и есть стрим, по сути, да. Да, да, но вы можете, понимаешь, просто почему мне кажется важная идея Ютуба, потому что там можно сделать плейлист и складывать очень много из контента. Ну окей, ты говоришь каверы там так далее, но есть же Ну да. контент, который вы сами генерируете, и, грубо говоря, вы можете там складывать интервью, там всякое такое. И на самом деле, вот ВКонтакте я не уверен, что хорошо это складировать. А на Ютубе это прям можно создать такой мощный плейлист, который можно там смотреть через Мгм. 5 или через 10. Поэтому, может быть, с Ютубом просто стоит быть осторожнее, но как саму платформу я бы все-таки его не игнорировал. Мне кажется, это важный Ну, платформа. да, я туда выкладываю, но редко. Тоже это тоже из разряда того, что там, надо же выложить эту передачу на YouTube, я ее выкладываю, а потом месяц не выкладываю, например. То есть Александр Пикузин тоже постоянно мне об этом говорил, но я тоже вот, видимо, не особо пользователь Ютуба, наверное. Только там футбольные обзоры какие-то смотрю иногда, и все. Вот именно поэтому, наверное, я и не выкладываю постоянно туда видео. Но тоже я это принял к сведению, да, то есть это надо делать, действительно. Ну и у меня есть несколько таких традиционных вопросов, которые я задаю гостям, которые, скажем так, ну, немножко такие стратегически абстрактные, да, потому что понятно, что это скорее моделирование действительности, чем реальные возможности. Да. Ты все-таки человек со стратегическим мышлением, и понятно, что кроме там своего текущего проекта основного, у тебя еще были разные другие проекты, и наверняка ты думала о более глобальных вещах. Вот мне кажется, что ну, я не хочу, конечно, так говорить прямым текстом, но я боюсь, что, несмотря на все ваши очень благородные усилия, все равно угасание удмуртского языка происходит. Потому что очень тяжело за счет контента держаться, когда нет среды, когда вот язык в Ижевске, например, не применяется там, в городской среде, там, он не звучит в транспорте, в рекламе и так далее. То есть двумя бордами в Малой Пурге это тяжело исправить. Ну, это не как бы, естественно, это не вопрос того, что вы это как бы можете исправить, а вопрос того, что вы действуете в рамках того, что вы можете делать. Но к сожалению, вот у меня, например, я там по Северной Удмуртии поездил, у меня ощущение, что как бы люди все равно ориентированы на язык обучения в школах, на какие-то там возможности карьерные, а это все связано не с удмуртским, а с русским языком. Но если мы представим, например, что у тебя есть вот $1 миллион на развитие удмуртского языка, как бы ты его потратил? $1 миллион на развитие русского языка. Ну, блин, прикольная тема, да, но, ну, первое, что мне в голову пришло, это как раз вот озвучка. Ну, потому что, ну, вот эти мультики, то есть либо создание фильмов и мультиков на удмуртском языке, либо озвучка. Вот, то есть, ну, что-то такое я бы сделал. Как Андрей Чемышев тоже писал, что нам нужно сколько там, тысяч или сколько, 100 тысяч мультиков на марийском языке. То есть я полностью его в этом поддерживаю, потому что это бы, наверное, эффективно сработало, это бы запустило бы какие-то другие процессы, наверное. То есть если бы появился прямо массовый, очень качественный контент на удмуртском языке, именно такой детский, подростковый, ну или просто фильмы с красивой картинкой и с качественным, смачным удмуртским языком, как бы, я думаю, это бы сработало так же, как сработало с фильмом «Узы Боры», когда Дорали с Петром Палганом его сделали в 2010-2011 году. На самом деле ажиотаж ведь был очень большой, это был прямо вот какой-то прорыв, шаг вперед, хотя это один фильм просто был художественный, один фильм. Вот, и я думаю, я бы потратил вот на кино и мультики, что-то такое, на удмуртском. А теперь вопрос схожего плана, то есть это мы говорим, у тебя есть финансовые возможности, а теперь представим, что у тебя есть политические возможности, вот ты президент Удмуртии,
и ты можешь прям издавать любые законы там в поддержку удмуртского языка, там вот любые инициативы там продвигать, строить чиновников, там, ну вот все, что ты можешь, вот, допустим, ты такой, ну я не знаю, диктатор в хорошем смысле, да? Вот Чтобы ты... прямо вообще отрываясь от реальности там, да, да. как бы. Нет, понятно, что как бы эта ситуация, она гипотетическая, да, но, скажем так, знаете, как, если мы не знаем, куда плыть, то ни один ветер не будет попутным, да? Так вот, здесь скорее вопрос о том, что вот было бы классно сделать, если у тебя есть все возможности. Вот что бы ты делал? Ну, так сложно тоже сказать. Ну, во-первых, у нас нет президента Удмуртии, у нас глава Удмуртской республики, да, вот. И если бы прямо вообще отрываться от всего, ну, я бы, наверное, как-то бы проработал вопрос, в первую очередь, если в плане языка, закон о языках. Но это само собой, это на поверхности, потому что закон есть, а его никто не знает, и его никто не делает, его никто не исполняет, скажем так. Вот. И я бы разобрался с этим, потому что тот же Сергей Бехтерев ВКонтакте постоянно о чем-то пишет, о том, что там надо что-то поменять, там юридически, там формулы, равноправное использование, там еще. Я в этом не особо шарю, я не юрист, вот, но я бы, наверное, профессиональным юристам бы, во-первых, дал бы задание вообще разработать, понять, довести там до народа вообще, что это за такой закон, реально ли у нас язык там государственный, как он должен это исполняться, как он должен существовать как государственный язык. То есть почему пятерочка переводит на удмуртский язык там, а какой-то там Джардон там магазин не переводит, грубо говоря, почему этикетки там переводятся на казахский язык продуктов, по какому там закону юридическому, а нельзя ли сделать этикетки продукции на удмуртском языке в Удмуртии, например. Ну, что-то такое, то есть я бы сделал, чтобы помогло использованию языка именно в городской среде. То есть вот, как бы учитывая, что у меня самая большая такая мечта в плане языка, это чтобы был удмуртский город. Это фантастика, конечно, но я вот прямо вот сплю и вижу, что я там, если надеть какие-то розовые очки волшебные, и у тебя все на удмуртском. То есть вывески на удмуртском, там ценники в магазинах, документация юридическая. Это, конечно, страшно, потому что никто этот язык не знает, вот эти все термины, их в принципе не существует даже иногда. Вот, чтобы фильмы на удмуртском шли, да, то есть вот я бы, наверное, как-то, возможно, наверное, сделал бы какой-то такой проект, чтобы из одного села или из одного маленького городка вот сделать вот что-то абсолютно удмуртское, чтобы реально там люди общались на улицах на удмуртском языке свободно, спокойно, чтобы в кинотеатрах шли там удмуртские мультики, фильмы, вывески все там, цветочный магазин, там киоск, ля-ля-ля, то есть вот, чтобы это на самом деле все существовало как-то, и, не знаю, вот такой проект, но, конечно, чтобы это там, люди это тоже поддерживали, то есть насильно, конечно, это делать нельзя, поэтому, во-первых, наверное, надо провести мониторинг, потратить деньги на какой-то вот анализ, мониторинг ситуации вообще, что нужно людям в плане языка тоже вообще, потому что часто же мы говорим о том, что сами люди сопротивляются и даже готовы там в суде отстаивать, чтобы дети не изучали удмуртский язык, вот, и наверное, нужно понять, во-первых, что надо народу, что нужно удмуртам, что они хотят, нравится им язык или не нравится, какие неологизмы им нравятся, а какие им не нравятся. И конкретно уже понять, как бы, и ввести закон, что вот этот неологизм там не надо использовать, а вот эти можно. Вот. И от этого уже двигаться вот дальше. Да, вот, Я наверное, что-то такое бы я сделал. Я единственное, что могу сказать, что когда ты говоришь, типа, документация на удмуртском, это невозможно, потому что, ну, как бы это... Ну, это ужасно, что сами удмурты там будут плакать, потому что никто не будет понимать, что там написано. Да, но тут как бы есть некоторая хитрость. Дело в том, что если мы вернемся там условно на 100 лет назад, то на русском языке этого всего тоже не было. То есть если мы Ну, говорим как и на финском тоже я знаю, что на финском ведь тоже этот на любом процесс, языке, он... потому что Да. когда-то этого всего не было. Просто почему эта ситуация тебя пугает? Потому что ты ее представляешь, что ты надел очки, и оно так стало, да, вот грубо говоря, завтра. А если мы говорим о том, что мы можем к этому прийти постепенно, то есть сначала там какие-то короткие инструкции или вывески, или еще что-нибудь,
а потом, например, какой-нибудь один закон. Тогда это не выглядит пугающе, и это выглядит, более того, это вполне реально. Просто для этого действительно нужна какая-то политическая воля, наверное, которой сейчас Ну нет. вот, нужна, если так еще добавить, что нужна программа, то есть нужна стратегия вообще в целом, системное развитие удмуртского языка именно в плане Удмуртской республики, в плане правительства Удмуртской республики. Не от ассоциации удмуртки, не от общественников, не от каких-то там отдельных людей и так далее, не от Министерства национальной политики даже, а именно в плане того, что язык это государственный язык республики именно. То есть вот именно вот в этом статусе не как вот, да, как у нас говорят, песни, пляски, там, да, фестивали, вот это все, это как бы все есть. Вот, а именно вот в плане языка, чтобы показать вообще, что как бы правительству на самом деле важно, что у нас это не просто для галочки вот закон о языках, не просто для галочки в Конституции там в Удмуртии написано, что государственный язык русский и удмуртский. Вот, чтобы это реально воплощалось, нужна целая, вот, наверное, программа, стратегия, да, реализации, но именно вот в планах всей республики, в контексте всей республики, а не только Министерства национальной политики и отдельных проектов. Вот. Ну, в общем, да. Нет, на самом деле в России есть такие программы. Вот, у Татарстана точно есть, и вроде бы у Бурятии есть, и, может быть, не только у них. Ну, как ты правильно говоришь, это действительно скорее работа для юриста, чем для языкового активиста. Но в любом случае, скажем так, я думаю, что если, например, у кого-то из присутствующих, в принципе, есть такие мысли, вы можете хотя бы полистать эти программы для того, чтобы понять, что вообще бывает. Потому что, как я уже сказал, если мы не знаем, куда плыть, то ни один ветер не будет. То есть, если мы не понимаем, какие законы нам нужны, то даже если у нас будут благоприятные условия, все равно ну и что. А если мы понимаем, мы можем в какой-то момент что-то где-то по чуть-чуть пытаться продвинуть через, я не знаю, знакомых депутатов и так далее. Ну, это мы сейчас рассуждаем скорее гипотетически, но все равно я думаю, что помнить об этом нужно, чтобы просто иногда не изобретать велосипед, потому что написать программу с нуля или сделать по модели уже существующей, это все-таки немножко разные, скажем так, типы работ. Вот Таня пишет, что у Удмуртии тоже программа есть, но довольно общая. Мне кажется, что это как раз не на уровне республики, она как Миннац, да, или это как-то Удмуртский Неж. Вот ссылка. Миннац, да. Я Да. думаю, что Миннац. Может Потому быть, что все вопросы вот этноязыковые, этнокультурные такие и так далее, они же как бы отводятся Миннацу, то есть правительством. То есть это все через Министерство национальной политики, да. Да, но скорее всего оно, как ты правильно говоришь, не может это распространить на республику в целом, да, то есть оно какой-то сегмент. Да, это вот не знаю, как правильно объяснить, да, то есть программа о языках, даже сейчас новая программа о языках, как раз в планах которой есть поддержка Даур ТВ, даже как конкретного проекта, вот, но это вот как-то, не знаю, не совсем то, о чем вот я говорю, что есть, то есть это все отдельные проекты. Даже когда делает Миннац, это делается отдельный билборд, например, там, да, еще что-то на удмуртском языке, а не в плане вообще всего дизайна Удмуртской республики на центральной площади, например. Когда там выкладывают красивый герб Удмуртской республики, и там написано Удмуртская республика, но там не написано там Удмурт-Элькун, например. Mm-hmm. Вот. Это не на уровне именно самого верха, не на уровне самой республики, скажем так. Недостаточно глобально. Да, да, недостаточно глобально. Я понял. Хорошо. Дорогие друзья, в принципе, я говорю, я могу еще спрашивать и спрашивать. Основные вопросы у меня иссякли, поэтому если кто-то еще хочет что-то сказать или спросить, у вас предпоследняя возможность это сделать. Вот. Но мне кажется, что у нас получился достаточно интересный разговор и полезный, потому что мне кажется, те вещи, которые делает Богдан, они будут полезны любым языкам, и большим, и маленьким, потому что часто проблемы, вопросы, вызовы, которые стоят перед языками, они во многом общие. Кирилл хочет спросить. Давай, Кирилл. Да, добрый вечер. Я просто присоединился чуть позже. Я бы хотел задать вопрос такой. Это, наверное, касается не только Удмуртии, вообще регионов России, республик. Вопрос школьного образования обязателен ли, может быть, вы уже отвечали, и обязательно ли изучение национального языка? То есть в школах Удмуртии я могу отказаться от изучения удмуртского?
Да, я уже отвечал, да, но надо, наверное, уточнить, что в связи с всем известным там законом 2015 года о родных языках, или как это называется, да, в кавычках, у нас, как и у всех других народов Российской Федерации, преподавание языка больше не производится ну, в статусе государственного, преподавания государственного языка республики, только как родной язык. Вот, то есть и в этом плане, да, язык преподается, и это неправильная постановка вопроса. То есть, наоборот, люди должны, скажем так, сделать заявление, даже люди там в деревне, например, Удмуртской, они должны, насколько я знаю, то есть они написать заявление, выбрать родной язык удмуртский, и тогда им должны по закону, да, предоставить Ну, то есть обучение фактически, на если они не удмуртском языке. пишут это заявление, они не изучают, их дети, точнее, Ну не да, изучают. да, Кошмар. если вы не пишете это заявление, то вы просто его не изучаете, у вас родной язык русский, скажем так, вот. То есть Это кошмар. отдельно предмета удмуртский язык там как обязательный, как государственный, такого нет, не существует. Так Как чего ж и ты так раньше не долго было. гадал, чем ты будешь заниматься, когда будешь президентом? Мне кажется, с этого и надо начать, главой точнее. Потому что это первое, что убивает язык, в принципе, на корню, потому что он убивает язык молодежи. Мгм. Но это сложный вопрос, потому что, как я говорил, в Удмуртии вообще-то удмуртов меньшинство, и это меньшинство еще уменьшается. Если в рамках республики вводить обязательный удмуртский язык, то это как бы никуда не будет бить. Потому что те же самые русские, татары и так далее, населяющие Ну, Удмуртию, они просто будут изучать это как иностранный язык, они даже его там и понимать не будут, грубо говоря. И ну это не сработает. пусть напишут заявление о том, что они не хотят его изучать. То есть изначально-то пусть Да. право будет такое, что все должны, если ты не хочешь, ради бога, если ты русский, татарин и так далее. Мгм. Ну, мне кажется, просто Ну, это прям вопрос сложный. фундаментальный Если бы у вопрос. меня был обязательный язык в школе, например, не факт, чтобы я вообще, не факт, что я заинтересовался бы в той мере языком и общался бы на нем, например, свободно. Но идея правильная, но это же закон федеральный. То есть вопрос был не о том, что я Да. стану там главой России, например, да? Да. С этой Это же точки всё. зрения, да, но мне кажется, вот это Да. и есть, собственно, вся палка, ну, то есть преткновение. Я, Собственно, я так, изучение. ну, я не совсем так, я так, да, не уверен, что это прямо вот сработает, что это волшебная палочка, обязательный язык в республике, Это не обязательное волшебная изучение. палочка, но это очень нужный инструмент, потому что это очень странно, что в национальной республике люди должны писать заявление, чтобы изучать свой язык, Мгм. граничит с сумасшествием, как бы, на мой взгляд. Мгм. Ну, все настолько уже запущено и тяжело, что, ну, не знаю, я говорю, есть примеры того, что люди отказываются через суд, чтобы их дети не изучали удмуртский язык. То есть это как бы тоже очень сложный вопрос. И очень... Тут со стороны населения тоже есть как бы не совсем желание изучать язык иногда. Вот. У удмуртов там Спасибо. именно вот, да. Дорогие друзья, вот теперь уже точно последняя возможность поставить вопрос или что-то сказать. Ну, я думаю, что мы как минимум должны поблагодарить Богдана Тушба-Джимтау, во-первых, за то, что он к нам сегодня пришел, а во-вторых, за то, что он, в общем, много лет, очень много делает для удмуртского языка, и мне кажется, что далеко не каждый человек мог бы по ночам что-то сидеть монтировать, при том, что как бы есть еще и работа. При этом не умея монтировать. Да, Да, но нужно сказать, что я дилетант. То есть в любой области, в области там этнологии, поэзии, музыки, вот, блогерства. То есть я дилетант. Я всегда учусь на своих ошибках. И удмуртский язык я тоже выучил как дилетант. Без Ты курсов, без красавчик. учебников и так далее. Вот да, самая главная фраза, которую действительно стоило сказать в конце. Тушба Джимтау. Вот, я думаю, что мы будем следить обязательно за твоими проектами, и, может быть, через какое-то время встретимся снова. Вот, мы очень рады, что ты сегодня у нас был. Спасибо. Тау бачим. Егор Лебедев пишет: Баджимтау Богдан Туштунцековал. И я тоже хочу поблагодарить Богдана. И знаете, что я хочу сказать в конце? Хорошо, что мы есть. Здесь собрались языковые активисты. Давайте сделаем какое-то сообщество, языковые активисты мира. И будем действовать уже по-другому, чтобы не было таких проблем, вот, которые есть, например, у Богдана или у Аники, или у нас.
или у других тюркских народов и вообще других народов. Ну, Ну, дело вот идея в чем. хорошая тоже, да. Да, я на самом деле совершенно согласен, что на уровне идей мы можем друг другу помогать, но очень часто просто как бы даже и понятно, что делать, а надо просто сидеть и делать. То есть Богдан сидит по ночам, монтирует удмуртское видео, да? Аника может сидеть по ночам, монтировать саамское видео. Юлю может сидеть по ночам, монтировать гагаузское видео. Но самое главное, чтобы мы как бы менялись опытом, да, чтобы мы... Это помогает экономить ресурсы, потому что вот Богдан рассказал, какие у него есть сложности, и мы уже, зная, как он это делает, можем это сделать быстрее, дешевле и лучше. И вот это, мне кажется, самое главное, что мы можем почерпнуть от общения друг с другом. Поэтому мне кажется, что действительно, неважно, мы там объединим в ассоциацию или как-то по-другому мы называемся, или еще, главное, чтобы мы оставались на связи. Вот это самое главное. Мы это делаем. Да-да, ну хотя бы группу одну сделать, чтобы мы были все вместе и делились своими мультфильмами, которые начинаем что-то делать, чтобы, может, кто-то другой увидит, давайте я тоже сделаю, как сделали, помогите. И чтобы мы вот так вот друг другу помогали и работали сообща. Вот это очень важно, потому что я бы не знала вас, я бы, наверное, делала велосипед заново бы, да? Так получается, да? А так вижу опыт Аники, вижу опыты Богдана и других моих активистов, языковых активистов, и как-то становится легче, и есть желание дальше работать. Вот это вот подстегивает действительно. Ну, в прошлом году к нам приезжали сообщества что-то языковых активистов, блогеров, что ли, что-то такое. В общем, есть какая-то организация, по-моему, российская. Это под ФАДНом, то есть Федеральное агентство по делам национальностей. Они там ездят с блог-турами, что ли, какими-то. Вот. В общем, ну, имею в виду, что примеры есть таких сообществ. Нет, ну самое тривиальное, вот мы сейчас хотим сделать мультик обучающий для детей по математике. То есть там, ну, там апельсины, например, да, там птички прилетели, улетели, было 3, стало 5, ну, для дошкольников. Но, собственно, если мы рисуем этот мультик, он уже есть, мы же его можем перевести на любые языки, и даже у тебя на Даур ТВ показать, почему нет? То есть Да, вот да, поэтому конечно. и говорю, если это делать все вместе, мы можем этот же мультик, который рисует наша сейчас здесь коллега, мы можем это на все языки передать. Почему бы и нет? И пусть каждый у себя в Ютубе и так далее. Это будет уже наше право. Это же мы делали, да? И вот так вот мы будем делиться, и будет везде всем хорошо. Согласен. Авторские права нужны, да, на мультики, вот хотя бы народов России, например, да, круто будет. Ну, мы сталкивались с этим, мы знаем, да. Ну, в вот общем, это... будем на связи. Да. Çok sağ olun. Bugünkü toplantımız da böyle bitti. Görüyorsunuz hani dünyanın her yerinden dil aktivistleri bize yardımcı olmaya çalışıyorlar. Biz bakarız onlar ne yaparlar. Kendi kendi devletlerinde biz onların görgülerini kendimize alıyoruz. Birlikte bir şey yapmaya çalışıyoruz. Yaşasın minoritar halklar diyelim. Yaşasın dil aktivistleri. Çok sağ olun hani katıldınız. Bugün bizimle birlikteydiniz. Спасибо большое всем за ваш вклад, что вы с нами. Спасибо, что мы вместе. Артем, тебе особое спасибо. Ты меня знакомишь с нашими коллегами из почти со всего mira. Вот так вот. Спасибо большое. Kalın sağlıcakla. Bacım Tavvandalı, Ceçlu. Çok sağ olun. Sağlıcakla. Sağlıcakla. Çok sağ olun. Sağlıcakla. Всем очень того, çok sağ olun.